Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в выпуске. Президент Бадра Гунба принял делегацию Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым. В рамках инклюзивного форума «Ритм Абхазии» состоялась панельная дискуссия мэров Сухума, Самары и Нижнего Новгорода. Военно-патриотический летний лагерь Нижнего Новгорода вновь откроет свои двери для школьников из Сухума. Президент Бадра Гунба принял делегацию Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым. Президент приветствовал гостей и отметил, что Дни культуры Нижнего Новгорода в Абхазии – это радостное событие, которое позволяет еще больше укреплять связи между городами-побратимами Сухумом и Нижним Новгородом. Уважаемый Юрий Владимирович, уважаемые коллеги, добро пожаловать, рады вас видеть. В эти дни в столице нашей страны проходят очень важные события. Дни культуры Нижнего Новгорода в Абхазии. Это действительно событие, которое позволяет нам взаимодействовать теснее. Очень надеюсь, что такого рода взаимоотношения будут еще лучше сказываться на взаимодействии наших городов. Еще в 2011 году было подписано соглашение между нашими городами о сотрудничестве. Уже в 2024 году, в сентябре месяце, было подписано соглашение об побратимских связях. И все это, безусловно, наращивает наши взаимоотношения. Для нас очень важно взаимодействие с нашим главным стратегическим союзником, партнером Российской Федерации. Тем более мы, являясь соседями, исторически и духовно близкими друг к другу народами, мы настроены и нацелены на реализацию такого рода проектов. Что касается взаимодействия с регионами Российской Федерации, это ключевая история. И мы всегда очень тесно взаимодействуем со всеми регионами Российской Федерации. Особый импульс, конечно же, придает и взаимодействие между руководством Российской Федерации и Республикой Абхазия. Мы нацелены на более тесное и плодотворное сотрудничество. Позвольте вас еще раз поприветствовать, пожелать вам, всем нам успехов в формировании общего социального пространства, где могли бы чувствовать себя комфортно все граждане наших стран. Добро пожаловать. Спасибо. Юрий Шалабаев, в свою очередь, поблагодарил президента за встречу и за поддержку инициативы проведения Дней Нижнего Новгорода в Сухуме. Присутствовавший на встрече мэр столицы Тимур Агрба отметил масштаб и значимость мероприятий. Он подчеркнул, что они охватывают все направления – образование, здравоохранение, культуру и спорт. Уважаемый Бадр Зуравович, во-первых, позвольте искренне поблагодарить за, как всегда, теплый и душевный прием в гостеприимном Сухуме, гостеприимной Абхазии. Мы в эти дни собрались по очень значимому для нас поводу. Дни Нижнего Новгорода, масштабнейшие мероприятия проходят в Сухуме. И спасибо вам за то, что поддержали нашу совместную с администрацией города Сухума инициативу о проведении дней в рамках культурно-просветительского фестиваля «Путь дружбы». Мы привезли сюда не только представителей администрации города Нижнего Новгорода, городской думы. Широчайшее представительство приехало от различных учреждений муниципальных: культуры, образования, спорта, военно-патриотического воспитания. Более 400 человек приехало. Нижегородцы уже приехали в Сухум. Карта проведения мероприятий предусматривает более 70 мероприятий вот за эти дни, Дни Нижнего Новгорода в Сухуме. Я уверен, что будет положительный итог их проведения. Большие проекты у нас в сфере благоустройства и содержания территории. Мы будем благоустраивать сквер в новом районе, парк в новом районе Сухума. Это значимые территории для жителей. Сейчас концепция уже готова, обсуждения общественные прошли. Сейчас разрабатывается проект, и после того, как проект будет разработан, мы приступим к благоустройству. Спасибо большое за такую поддержку наших инициатив в рамках побратимства и ждем в Нижнем Новгороде. Для нас, конечно же, очень важно открытие прямого авиарейса между Нижним Новгородом и городом Сухум. Нижний Новгород – один из
динамично развивающихся городов. Мы действительно рады за наших коллег. Конечно же, мы хотим, чтобы этот опыт, который наработанный в Нижнем Новгороде, был полезен и применен у нас в республике, тем более в столице нашей страны. И, пользуясь случаем, еще раз благодарю за те решения, которые приняты в рамках поддержки кооперативного города Сухум и строительства тех зон отдыха, о которых идет речь, взаимодействие в сфере туризма, я знаю, что активно развивается, взаимодействие между предпринимателями. И все это, конечно, требует особого внимания и поддержки. Бадр Зуравович, действительно для нас очень важное, знаковое, большое событие сегодня проведение Дней Нижнего Новгорода в городе Сухум. Более 450 человек мы сегодня принимаем в столице. Это очень важно. Люди знакомятся, общаются, обмениваются контактами. Вы здесь подчеркнули важность авиасообщения между нашими городами. И мы очень рады тому, что у наших горожан и у всего населения появляется возможность из нашего аэропорта летать в города России, в том числе и в Нижний Новгород. Нам сегодня вручили специализированную коммунальную технику. Действительно, администрация очень нуждалась в такой технике. Мы намерены и настроены развивать и дальше наши дружеские контакты. И хотим в том числе быть полезными также Нижнему Новгороду, и мы обязательно будем совместно реализовывать и дальше такие проекты. После форума как раз поедем смотреть объекты, которые, возможно, вовлечь в процесс архитектурно-художественной подсветки знаковые объекты города Сухум, чтобы подчеркнуть их архитектурную составляющую. Да, посмотрим и уже примем решение об их, что будем конкретно подсвечивать. Да, столица Абхазии действительно нуждается в определенных преобразованиях. Мы сейчас эту работу начинаем. И, конечно же, нам очень приятно, что наши коллеги, нижегородцы в частности, вы, ваша команда, оказывает нам в этом поддержку. Благодарю вас не только как руководитель страны, но как человек, проживший всю свою сознательную жизнь в новом районе, и человек, который понимает, что такого рода инфраструктура для жителей микрорайона она необходима. Все эти сложности послевоенных лет не позволяли создать такие возможности, и каждая возможность улучшения жизни горожан, это сказывается и в том числе на взаимоотношениях, на настроении жителей этого микрорайона. Я вам благодарен. Спасибо. 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 Бадр Гунба присвоил Исхаку Машбашу звание народного писателя Абхазии. Указом президента он удостоен высокого звания за выдающиеся заслуги в создании высокохудожественных произведений, получивших широкое признание, вклад в сохранение и популяризацию кавказской литературы. Народному писателю Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, кавалеру ордена Ахтепша второй степени Исхаку Машбашу 30 мая исполнилось 95 лет. На торжественном мероприятии в Майкопе поздравления от президента Абхазии Бадры Гунба и указ главы государства зачитал вице-президент Беслан Беквава. В последние годы Абхазия активно принимает участие в международных форумах и радушно принимает у себя гостей на подобных площадках. Участие в таких мероприятиях способствует не только продвижению республики на международной арене, но и ее экономическому развитию, отмечают эксперты. Так, совсем недавно абхазская делегация во главе с президентом Бадрой Гунба приняла участие в Кавказском инвестиционном форуме. О пользе международного общения и его результатах в материале Гугуцы Вардания. Рассказывать о своей стране на большой площадке, где одновременно находятся представители сотни государств. Это не только приятно и интересно, но и экономически выгодно, считают эксперты-экономисты. Таким местом активного международного общения в 21 веке стали форумы. И Абхазия такой возможности не упускает, выезжая на подобные мероприятия. Наряду с этим республика организовывает форумы и в своей стране, радушно принимая гостей. Любое мероприятие, которое продвигает Абхазию, которая знакомит с Абхазией, оно, безусловно, необходимо. Я хочу напомнить вообще историю форумов для Абхазии. С 2009 года
У нас прошло 9 деловых форумов на территории Абхазии. И их приостановка была связана наверняка с ковидом. Потому что деловой форум последний, он проходил в 2022 году, проходил в Москве, деловой абхазский форум. И вы знаете, вот изучая историю это уже история с 2009 года, можно увидеть, как вот эти деловые форумы повлияли на развитие экономики, развитие связей Абхазии. Первые государственные инвестиции в Абхазии – это результат общения на таких площадках. Больше всего связей, контактов и знакомств, конечно же, налажено с Российской Федерацией. Например, 9 октября 2009 года в Сухуме состоялся первый абхазо-российский деловой форум, который совсем скоро дал свои плоды. Прежде в настоящее время, после признания независимости, в особенности республика стремится утвердить себя в качестве надежного, ответственного экономического партнера и интегрироваться в мировую экономику. Мы ставим перед собой амбициозные планы. Абхазия должна стать одной из динамично развивающихся стран региона с высокими стандартами жизни, дальнейший прогресс которой напрямую связан с социально-экономическими процессами. По результатам первого делового форума в 2009 году был подписан комплексный план развития экономики Абхазии, который был подписан тогда еще премьер-министром Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным с руководством нашей страны, в результате которого пошли государственные инвестиции на развитие инфраструктуры Республики Абхазия, на развитие сельского хозяйства и иных очень важных для Абхазии отраслей. Тогда это было 11 миллиардов, если вы помните, государственных инвестиций. В первый год планировалось 3,5 миллиарда. И вот они пошли на восстановление школ, садов, больниц. Потому что если обратиться к вообще понятию того, что такое инвестиции, то их понятие, такое вот теоретическое название, это долгосрочные капитальные вложения, в результате которых будет получена прибыль, либо определенный социальный эффект. Вот те инвестиции, они были рассчитаны на социальный эффект, на восстановление социальной инфраструктуры. Потом пошли инвестпрограммы на развитие малого бизнеса, вы помните, были построены объекты курортной сферы, гостиницы, дома отдыха, то есть бизнес-проекты, которые связаны были со строительством промышленных объектов. Президент Бадра Гумба дает интервью российскому телеканалу и на площадке ежегодного Кавказского инвестиционного форума в Ставрополе, в котором абхазская и юго-осетинская делегации принимают участие в качестве почетных гостей. В беседе с журналистом глава государства отмечает важность таких мероприятий, в особенности их результаты. В рамках нашего взаимодействия с Российской Федерацией на территории Абхазии реализуется большое количество инвестиционных проектов. За предыдущие 5 лет более 30 миллиардов частных инвестиций, частного капитала пришло в экономику Абхазии. Инвесторы поверили в нашу страну, реализовывают у нас проекты, и мы, конечно же, будем всячески оказывать содействие, поощрять как и инвесторов, так и внутренних инвесторов, которые готовы вкладывать в свою же экономику. На форум в Ставрополе абхазская делегация отправилась с собственным стендом, на котором был представлен проект Сухумской воздушной гавани, которая заработала в мае текущего года. Важно отметить, что возобновление регулярного авиасообщения с Россией – это тоже результат принятого решения на подобных площадках. 16 июня 2023 года в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума было подписано межправительственное соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта. Сегодня Сухумский аэровокзал регулярно принимает воздушные судна. Абхазский стенд посетили глава правительства России Михаил Мишустин, зампредседателя правительства Российской Федерации Александр Новак и полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. В рамках Кавказского инвестиционного форума президент Абхазии Бадра Гумба и зампредседателя правительства России Александр Новак обсудили широкий круг вопросов сотрудничества, реализацию госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, ход формирования
формирования проектов отраслевых программ социально-экономического развития Абхазии до 2030 года в туристической, образовательной, энергетической, здравоохранительной, социальной сферах. Александр Новак в интервью отметил, что сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией – это важный аспект в отношении стран. Мы обсуждали с нашими друзьями, с нашими партнерами, в том числе и вопросы взаимного сотрудничества между нашими регионами, то есть развитие сельского хозяйства, взаимные поставки, например, продукции. У нас единая энергетическая инфраструктура, поэтому развитие наших регионов сопряжено также с развитием и Абхазии, и Южной Осетии. Очень много вопросов, и я рад, что нас посетили такие почетные гости, президенты Южной Осетии и президент Абхазии. Мы провели плодотворные переговоры сегодня. В рамках форума также состоялись серии встреч с представителями правительств российских регионов. Кроме того, президент Бадрагунба дал эксклюзивное интервью информагентству ТАСС. В беседе были затронуты темы экономической интеграции, туристического сотрудничества и многое другое. В Кавказском инвестиционном форуме приняли участие более 4000 человек из разных стран, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровней, бизнесменов, экспертов, журналистов, ведущих СМИ из России, стран СНГ и Каспийской пятерки. Гугут Савардани, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Задержан гражданин Турции, являющийся лидером организованной преступной организации, подозреваемый в нескольких умышленных убийствах. Подробности в материале пресс-службы СГБ. 30 мая 2025 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия во взаимодействии с сотрудниками Центра специального назначения Службы госбезопасности в городе Сухум был задержан гражданин Турции Кадыр Йоздор, 1977 года рождения. По имеющейся оперативной информации, Кадыр Йоздор является лидером организованной преступной организации на территории Турции в городе Измир, состоящей более чем из 50 человек. Задержанный гражданин Турции Йоздор подозревается в нескольких умышленных убийствах в общественных местах общеопасным способом. Неоднократно привлекался правоохранительными органами Турции за незаконное ношение и хранение оружия, а также использование поддельных документов. В 2024 году Кадыр Йоздор после совершения очередного убийства был объявлен в международный розыск Интерпол. Необходимо отметить, что гражданин Турции пересек границу в обход установленных пунктов пропуска вброд через реку Ингур. Задержанный гражданин Турции доставлен в здание Службы госбезопасности Республики Абхазия. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. В столичной мэрии прошла встреча главы Сухума Тимура Агарба с российским коллегой Юрием Шалабаевым. Стороны отметили масштаб проведения Дней Нижнего Новгорода и по разнообразию программы, и по количеству участников, занятых в ней. Репортаж пресс-службы администрации города. Официальная делегация администрации городской думы Нижнего Новгорода прибыла в Сухум в рамках проведения Дней Нижнего Новгорода в городе побратиме, столице Абхазии. В администрации города Сухум прошла встреча мэра Тимура Агарба с российским коллегой Юрием Шалабаевым. Мэр Нижнего Новгорода возглавляет представительную делегацию из города побратима. Сухумский градоначальник отметил масштаб проведения Дней Нижнего Новгорода и по разнообразию программы, и по количеству участников, занятых в нем и подключенных к организации. Более 400 человек прибыло в наш город. Для нас это очень важно. Проходят различные мероприятия, спортивные, культурные, которые мы с вами сегодня посетим. Мы вас рады приветствовать и благодарны вам за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Мэр Юрий Шалабаев напомнил, что Сухум и Нижний Новгород связывают длительные дружеские и рабочие взаимоотношения, а с запуском прямого авиасообщения будет бурно развиваться и туристическое направление взаимодействия. Он выразил уверенность, что посетители мероприятий Дней Нижнего Новгорода по-новому откроют для себя российский город с более чем 800-летней историей.
Перечень мероприятий, перечень проектов, которые мы с вами сегодня будем обсуждать, а где-то и запускать, он очень большой. Еще раз разрешите вас поблагодарить. Надеюсь, что сухумцы по-новому откроют для себя Нижний Новгород. Для этого мы сделаем много. У нас приехали различные коллективы, учреждения культуры, учреждения образования, музеи. Тем более это легко теперь сделать, значительно легче, поскольку мы запустили прямые авиарейсы, и теперь очень удобно между Сухумом и Нижним Новгородом передвигаться. Быстро, удобно. Так что ждем гостя. Тимур Агырба и Юрий Шалабаев обменялись приглашениями на День города. В Сухуме он отмечается в июле, в Нижнем Новгороде в августе. И не обошлось без традиционного обмена подарками. Абхазский башлык и лимитированная тарелка с гравюрой набережной, выпущенные к 2500-летию Сухума, стали говорящим абхазским подарком Юрию Шалабаеву. Традиционный головной убор абхазский, башлык. Это тоже. Горький нам совсем не чужой человек, и Абхазии тоже не чужой. Нас, как мы выяснили, да, он сюда приезжал, вот, поэтому разрешите вам подарить вот такой вот понос. Это, в общем-то, реальный вид Нижнего Новгорода. У нас есть набережная Федоровская, вот там стоит памятник Горькому, где он сидит, и как раз вид идет на знаменитую Нижегородскую стрелку, где собор Александра Невского. Спасибо. Будет украшать мой кабинет. Спасибо. От имени депутатского корпуса Думы города Нижнего Новгорода, от имени председателя Ченцова Евгения Александровича также хочу выразить вам признательность за теплый прием. Художественные промыслы в Нижнем Новгороде. Спасибо. Спасибо. Но на этом подарки от города-побратима не закончились. Администрация Нижнего Новгорода передала Сухуму поливомоечную машину. Эта акция – часть экопроекта по развитию побратимских связей и сотрудничества в области формирования комфортной городской среды. Пространство дружбы, Нижний Новгород, Сухум. Ключи от спецтранспорта вручили Тимуру Агырба. Надеюсь, Сухум от этого выиграет точно. Сами пользуемся такой техникой. Техника замечательная, надежная, люди довольны. А главное, наша с вами работа, чтобы это приносило пользу именно людям. Здесь результат будет сразу налицо, поэтому примите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. В рамках наших двусторонних побратимских отношений. Спасибо за такой вот подарок нашему городу. Это очень важно для нас. Действительно, значит, наши коммунальные службы нуждаются в такой специализированной технике. Значит, мы уже попробовали, испробовали как-то, да, как она работает. Это на самом деле для центральной части нашего города очень важная техника. Спасибо вам большое. Спасибо за подарок. В столице продолжает работу первый международный инклюзивный форум городов-побратимов «Ритм Абхазии». Мероприятие призвано укрепить связи между Сухумом и Нижним Новгородом и содействовать развитию инклюзивных практик. Объединило представителей из разных стран и регионов. Подробности второго дня работы форума в материале Гунды Шоуа. Программа первой половины второго дня форума насыщенна и разнообразна. Она состоит из видеоприветствия от предпринимателей Нижегородской области, истории успехов участников, вдохновляющих кейсов от руководителей некоммерческих организаций и докладов приглашенных спикеров. О деятельности Центра инноваций и социальной сферы Нижегородской области и особенностях социального бизнеса участникам форума рассказала руководитель Центра Светлана Кашина. Люди путают, что такое благотворительность, что такое социальный бизнес. Конечно, можно сказать, что он объединяет в себе оба этих подхода, потому что находится на стыке, сочетая в себе оба этих подхода к ведению деятельности. Если мы говорим о том, что бизнес зависит от финансовой устойчивости, его главная цель – приносить прибыль и, соответственно, измеряется успех предприятия, измеряется доходностью, в благотворительности же деятельность зависит от грантов, от пожертвований, от каких-то донатов, от спонсоров. Цель уже здесь приносить пользу обществу и, соответственно, эффект, успех от деятельности измеряется социальным воздействием.
В форуме принимают участие молодые люди, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития, а также инклюзивные семейные пары, родители, воспитывающие особенных детей в возрасте от 18 лет и старше, проживающие на территории Нижнего Новгорода, регионов России и Абхазии. На самом деле весь мой путь начинался с того, что все, что я пробовала делать сама, использовала как опыт и потом передавала другим родителям. Сначала это были небольшие наши такие семинары для родителей, юридические консультации. Есть, конечно, разная помощь людям с инвалидностью, семьям с детьми и взрослыми с инвалидностью. Но мне, как юристу, всегда было важно, чтобы качественно реализовывались права, и от этого зависит качество жизни вообще любого человека. Да? И когда Россия в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в подготовке которой мы принимали активное участие, мы участвовали потом в написании альтернативных докладов Комитета ООН в 2017 году, мы представляли в Женеве. И, на мой взгляд, самое главное, вот Артем хороший сказал слоган, это слоган конвенции «Ничего для нас без нас». Да? Форум продолжает работу с акцентом на практические аспекты инклюзивного развития. Участники могли ознакомиться с успешными примерами реализации социальных проектов, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями в Абхазии. О работе реабилитационного центра в Гагре с участниками форума поделилась директор благотворительного фонда «Мы вместе» Милана Аджба. Я в 2019 году тоже участвовала в форуме, который был таким же инклюзивным, как наш форум сегодняшний. Я очень надеюсь, что этот форум также замотивирует одного или нескольких участников, как меня тогда, в 2019 году. Я вернулась уже с проектом, он был по перераспределению технических средств реабилитации. Начала реализовывать его уже на территории Абхазии. Но так сложилось, что мы с директором решили сразу открыть реабилитационный центр. У нас занятия по лечебной, адаптивной физкультуре, массажу. У нас есть педагог-психолог, педагог-дефектолог, музыкальный терапевт, детки с ограниченными возможностями здоровья, с разными диагнозами. Но у нас также нет ограничений по возрасту, потому что у меня у самой ДЦП, я прекрасно понимаю, что нужно постоянно поддерживать. Участники форума имеют возможность разработать социально значимые проекты в сферах поддержки людей с инвалидностью и их занятости, доступного туризма, организации инклюзивного образования и спортивных мероприятий и во многих других направлениях, а также получить ценные знания в сфере социального предпринимательства и некоммерческого лидерства. Обсуждения тем проходили в формате живого диалога. Участники активно задавали вопросы спикерам, делились опытом, обсуждали сложности, с которыми им пришлось столкнуться в своей работе. Многие из вас очень добрые люди, и вы хотите делать свои проекты, но часто эти проекты вообще не про деньги. То есть деньги в них стоят где-то прям совсем далеко. Я бы хотел поговорить именно о том, как понять, как коммерциализировать и как понять, что именно вы можете дать своим проектам жизнь. И предпринимательство, в моем понимании, это про командную работу. Если вы хотите работать и помогать, это не всегда значит, что вам надо быть предпринимателем. Вы можете успешно быть специалистом или дополнить чью-то уже существующую команду. Форум «Ритм Абхазии» стал важной платформой для обмена идеями и лучшими практиками, направленными на создание более справедливого и инклюзивного общества. Кунда Шоуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В рамках инклюзивного форума «Ритм Абхазии» состоялась панельная дискуссия «Площадка трех мэров. Мосты дружбы. Нижний Новгород. Сухум. Самара». В мероприятии приняли участие глава Сухума Тимур Агарба, мэры Нижнего Новгорода и Самары Юрий Шалабаев и Иван Носков. В ходе дискуссии они обменялись мнениями по вопросам управления городами и укрепления взаимоотношений. Шазина Ханагу расскажет детали. В начале мероприятия участников встретили традиционными угощениями абхазской кухни. Это гостеприимное начало сразу задало дружественный тон встречи, помогло участникам ближе познакомиться и стало первым шагом к построению доверительных отношений. На одной площадке собрались главы трех городов. Площадка трех мэров, мосты дружбы, Нижний Новгород, Сухум, Самара – событие, призванное не только обсудить опыт городского управления, но и продемонстрировать силу человеческих связей между народами России и Абхазии. В ходе дискуссии мэры обменивались мнениями по вопросам управления городами, укрепления взаимоотношений между Сухумом, Нижним Новгородом и Самарой.
история нашего побратимства. У нас есть целая дорожная карта, которую мы реализуем по побратимству с Сухумом. Там и благоустройство сквера в новом районе города Сухума, да, 2 гектара. Там и вопросы образовательного сотрудничества и обеспечения образовательных учреждений города Сухума необходимым современным оборудованием, вопросы спорта, культуры. Проведение Дней Нижнего Новгорода, оно укладывается в эту дорожную карту. Они начали проводить Дни Нижнего Новгорода уже 2 дня назад. Мы серьезно готовились к этой истории. Проведение Дней Нижнего Новгорода в столице Абхазии – очень важное событие для республики, отметил мэр Сухума Тимур Агарба. Это позволяет наладить связи для реализации различных совместных проектов. В свою очередь, глава городского округа Самары Иван Носков подчеркнул, что в Абхазию невозможно не влюбиться. Сюда множество людей приехало. Как их тут приняли, да, хорошо или плохо, они вернутся домой и расскажут. Если их приняли хорошо, значит, они там родственникам, друзьям, соседям расскажут о том, что в Абхазии очень хорошо, в Сухуме гостеприимный город, да, и кому-то посоветуют слетать, тем более уже у нас с Нижнего Новгорода летает самолет прямо в Сухумский аэропорт. И вот на таком вот уровне, я уверен, наши отношения очень динамично будут развиваться, мы всегда ждем гостей. Я уверен, что население города Сухум всегда с теплом будет принимать людей, в том числе и из Нижнего Новгорода. На самом деле надо дружить, надо уважать друг друга прежде всего. Надо относиться друг к другу по-человечески. И так как встречают абхазы, так, наверное, никто не встречает. Хотя, с другой стороны, наверное, каждый народ может сказать так. Но каждый раз, приезжая сюда, я с ужасом думаю, сколько придется проехать на велосипеде, пробежаться потом еще, чтобы вот те дни, которые здесь проведешь, компенсировать. Да. Здесь вкусно, здесь красиво, здесь место, поцелованное Богом, это факт, и от этого нельзя, это невозможно не влюбиться в это место. В рамках панельной дискуссии участники получили возможность не только услышать выступления мэров, но и задать вопросы напрямую. Обсуждение проходило в интерактивном формате, что позволило сделать диалог максимально содержательным и конструктивным. На вопрос участников форума Леона Цвишба, возможно ли создать для детей в Сухуме паралимпийский центр с общеобразовательным уклоном, мэр Сухума Тимур Агарба отметил, что поддерживает эту идею. Мы сидим, все обсуждаем темы касаемые всего. Но мы благодаря этому центру сможем объединить всех здесь сидящих благодаря этим ресурсам. Вот я надеюсь, что в скором времени, как вы думаете, мы вместе сможем с вами создать и объединить это все? Идею поддерживаю, но сегодня я не готов сказать, что вот силами администрации мы такой масштабный проект готовы реализовать. Но для того, чтобы начать двигаться в этом направлении, нам нужны какие-то там проектные решения, да, и понимание того, сколько бы обошелся нам этот проект. Когда такой проект будет, там, возможно, какая-то сметная документация, стоимость реализации данного проекта, мы будем думать, кого-то подключать и выходить в правительство, президента. В рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме состоится 70 мероприятий. В завершении панельной дискуссии глава Самары Иван Носков предложил Тимуру Агарба провести Дни Самары в Сухуме и Дни Сухума в Самаре. Шазина Ханагу, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. Итоги недавней поездки в Восточную Абхазию, перспективы развития отрасли обсудили министр туризма Астамур Логуа и вице-премьер Вараздат Минасян. Глава Минтуризма предложил создать новый экскурсионный маршрут «Сказочная Восточная Абхазия», который объединит наиболее интересные туристические объекты этой части республики. Кроме того, Астамур Логуа сообщил, что уже прорабатываются конкретные идеи, которые могут лечь в основу новых направлений туристской деятельности, таких как горный и сельский туризм. Также обсуждались возможные способы борьбы с демпингом цен в сфере средств размещения. Этот вопрос очень беспокоит представителей малого бизнеса. Сухумское и Ростовское художественные училища подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча прошла в дистанционном формате. Обсуждалась дорожная карта сотрудничества, которая включает организацию выставок, выездных, пленэров и реализацию различных проектов в творческих областях. Подписание соглашения состоялось в рамках проекта представительства Россотрудничества в Абхазии по установлению партнерских связей между образовательными учреждениями России и Абхазии.
Военно-патриотический летний лагерь Нижнего Новгорода под названием «Хочу стать десантником» вновь откроет свои двери для школьников Сухума в этом году. В прошлый раз в лагере побывали 16 ребят, которые вернулись оттуда с незабываемыми впечатлениями. В Сухумской 9-й средней школе прошла встреча представителей администрации Сухума и Нижнего Новгорода. О результатах встречи и о чем шла речь, расскажет Айлита Арутюнян. Вот уже второй год подряд дети из Абхазии смогут принять участие в летнем военно-патриотическом лагере Нижнего Новгорода «Хочу стать десантником». В этом году заявок гораздо больше, чем мест, но отправиться в лагерь смогут только 12 ребят из школ Сухума. Отбор в этот раз будет строже. Такой лагерь – это место, где можно не только узнать что-то новое, но и открыть для себя новые возможности. В прошлом году в первый раз дети из Сухума, 16 человек, принимали участие в нашей военно-патриотической международной смене. Знаете, это замечательно. Дети подружились, дети стали братьями. И мы надеемся, что это будет на будущее. Представляете, через 5-10 лет встречаются дети. Патриотическое воспитание, любовь к родине и родителям, укрепление дружбы – главная цель лагеря, подчеркнула Галина Гуренко. Представители Нижнего Новгорода и города Сухум обменялись памятными подарками. Условия жизни в лагере приближены к армейским. Дежурство, ранний подъем, утренний осмотр – все происходит по четкому расписанию команде командира. В международной смене участвуют такие города, как Минск, Гомель, Сухум. А в этом году в лагерь приедут и ребята из Китая. Начальник столичного управления образования Астанда Таркил выразила надежду на то, что и в Сухуме появится подобный патриотический лагерь. В дальнейшем в рамках вот этого соглашения, я думаю, что мы думаем, желаем, чтобы у нас в городе Сухуми, в Абхазии, был такой патриотический лагерь. София Тванпа, ученица 4-й школы, побывала в лагере в прошлом году и привезла туда незабываемые впечатления. Мне очень понравилось в этом лагере. Я бы на самом деле еще раз его посетила. Очень весело. Я каждому ребенку советую там побывать. Это незабываемый опыт и эмоции. В военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником» запрещено пользоваться мобильными телефонами, но можно написать письмо родителям. Лагерь был создан в 2006 году. За это время у многих школьников была возможность стать более дисциплинированными и самостоятельными. Кроме того, они могут испытать себя в прыжках с парашютом, стрельбе из лука, изучить военную топографию. Смена в лагере длится 14 дней, и участники проходят здесь настоящую школу мужества. В завершении встречи ребятам показали фильм о лагере. Айлита Арутюнян, Рама Камкия, Абхазское телевидение. Сухумские школы будут оснащены оборудованием виртуальной реальности в образовательных целях. Сертификат главе столицы Тимуру Агрба вручил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тимур Агрба и Юрий Шалабаев посетили вторую Сухумскую, где осмотрели мобильный планетарий. Глава Нижнего Новгорода вручил мэру столицы фото набережной Сухума, сделанной из космоса. В рамках Дней Нижнего Новгорода, проходящих в Сухуме, на площади перед Абхазским драмтеатром 30 и 31 мая открыта мультимедийная инсталляция. Инсталляция демонстрирует великолепие Нижнего Новгорода и приглашает жителей Сухума лично насладиться его видами. Павильон оснащен панорамным экраном, который показывает достопримечательности города, позволяет посетителям окунуться в его атмосферу и культурную жизнь. Инсталляция открыта для посещения с 10 утра до половины 11 вечера. Сухумский «Динамо» одержал победу в товарищеском матче с нижегородской командой «Радий». Матч, проходивший в Сухуме, завершился со счетом 4-1. Игра прошла в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме. Перед стартовым свистком главы Сухума и Нижнего Новгорода Тимур Агрба и Юрий Шалабаев отметили важность укрепления отношений между городами и пожелали юным футболистам удачной игры. Тимур Агрба и Юрий Шалабаев обменялись майками «Динамо» и «Радия». 7 июня в Воронежской филармонии состоится концерт лауреатов и финалистов конкурса Международной музыкальной лаборатории Алисы Гицпа. В программе концерта с интригующим названием «Оперные страсти» прозвучат произведения Чайковского, Россини, Верди, Пучини, Римского-Корсакова и Доницетти. Концерт пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. И в завершении выпуска о погоде.
выходные дни 31 мая и 1 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза, температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23 градуса, температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.